Особенно, когда еще глобальная конкуренция тебя толкает к этому. 100%. Ты можешь Вопрос отказаться, но с выживания. чем ты останешься, Ну, по сути, простой в пример. мире. Если ты не сделаешь это, то это сделает твой конкурент. И он будет царем этого мира, а ты будешь аутсайдером. И в конечном счете ты же останешься без работы, потому что он, так как он намного умнее, успешнее, он заберет все. Ну что, разве это не так? Или один бизнес большой не поглощает малый бизнес? Поглощает. Никто не терпит конкуренции, все хотят быть лидерами. Ну, конечно, могут сказать, а как же ж антимонопольные комитеты, а как же ж остальное. Ребят, да простой пример. Даже сам старт вот этого суперинтеллекта, который возьмет в себя только IT-технологии, это пирог в 4 триллиона. Да крошек хватит, чтобы заткнуть всем рты. Ну что, не так? Давайте вспомним Microsoft. Ну это же всего лишь Microsoft, а мы говорим о 4 триллионах. Ну и где решение судов по антимонопольному? И тем более здесь же есть, знаете, вот как в отличие от Microsoft, хотя там тоже считалось, что для людей много делается, да, ну им надо было же оправдать свое решение в пользу Microsoft. Да, совершенно правильно, да. А здесь вот мы начали с того, какие блага этот искусственный интеллект принесет нам, людям. Ну и кто? Это значит выступить против человечества, да? Это выступить против прекрасной медицины, которая спасает жизни. Ну как выступить? Против прекрасных педагогов, которые будут обучать деток, да? Опять-таки выступить против того, чтобы все машины в действительности управлялись автопилотами с единого центра. Ведь в ДТП гибнет сколько людей на сегодняшний день? Гораздо больше, чем на войнах, да? Вот опять-таки парадокс. У нас 21 век, мы здесь только 21 год, а уже свыше 50 военных конфликтов. Да? А почему они происходят? Вот ответ. Ни одна война не произошла по каким-то идеологическим или еще каким-то там событиям. Все всегда происходит из-за чьей-то наживы. Просто бизнес. Это все знают и все понимают на сегодняшний день. За любым конфликтом военным стоит чей-то бизнес. Это действительно так. А здесь, извините, честно, аккуратно, да, ну как бы всех спасая, всем помогая, ну как же ж можно запретить такое? Тем более обладает, когда он таким пирогом. Вот и ответ. Все это будет, и никуда оно не денется. Те же вот автомобили на дорогах, да? А сколько людей гибнет? Гораздо больше, чем погибло в военных конфликтах. Да, например, в том же 2015 году на дорогах погибло в 9 раз больше людей, чем в военных конфликтах на этот Смотрите, же год. в 9 раз на дорогах. А здесь практически исключается не то, что гибель людей, а даже ДТП исключается. Ну, все не просчитаешь, могут быть различные обстоятельства, и климат, и аварии с мостами. Это может быть, но это единичные случаи. Ага. Такого, что вот как сейчас, что, извините, авария на аварии, особенно в крупных городах, ну посмотрите, каждый день масса аварий. Это все будет прекращено. Почему? Потому что люди будут ездить на автомобилях с автопилотом, которыми управляет один интеллект. Они никогда не столкнутся и никогда не нарушат правила. Ну разве не удобно? Удобно. Приходишь, нажимаешь кнопочку, и он тебя везет туда, куда тебе надо. А ты можешь сидеть в компьютере, вот ковыряться там вот, в планшетике, там, в телефончике. Так же очень удобно развлекаться по дороге. Вы вспомнили про Microsoft, вспомнилось, как Билл Гейтс еще 6 лет назад говорил людям о том, что не понимает, почему люди не выражают обеспокоенность, потому что искусственный интеллект заменит рабочие места, которые дают вам чувство цели и собственного достоинства. Имеют смысл. Потому что Билл Гейтс — это умнейший человек нашей планеты. Будет конкурировать, эволюционирует, и уже будет конкурировать с целью 100%. человеческих систем. То есть 100%. предупреждал и выражал эту обеспокоенность, в принципе. Да. То есть И он был прав. И сейчас мы с этим столкнулись. и развивается очень быстро. Тоже вот те же SEO Microsoft, они говорят о том, что даже там за время пандемии мы за 2 месяца прошли там чуть ли не 2 года глобальной 100%. вот этой трансформации цифровой. Настолько быстрый сейчас уже темп. Еще вопрос. А почему так ускорилось развитие? Вот тот же Билл Гейтс отметил это. Потому что уже есть искусственный интеллект, уже нейросети работают намного лучше, качественнее, быстрее. И во многих вопросах они делают гораздо быстрее и лучше, чем люди, потому что они замещают людей уже. Просто мы еще Разве не это видим, вам, да. друзья, айтишники, это не сигнал?
Пока платят деньги, мы не видим, да? Вот если брать науку, например, это Наука. для нас замещение. Наука уйдет в прошлое. Как только запустится, когда хозяин примет решение, что да, я его выпускаю, причем хозяин вот этого интеллекта, когда он будет достаточно мощный, захватывать все сферы, скажем так, достаточно будет нажать на кнопочку, и процесс пойдет. И одними из первых будут замещены как раз те, кто считают себя учеными. Вот сейчас шок для многих будет, но это так. Давай возьмем простые науки: археология, там, история, культурология, ну все. Это все уйдет моментально в прошлое. Никто не сможет тягаться с искусственным интеллектом. Это первое. Второе, он никогда не будет плагиатом заниматься. Какие-то звания ему не нужны. А ведь науке, ну давайте честно скажем, борьба идет за что? За звание, за свое положение. Опять альфа, да? То есть люди борются за собственную альфу, не за науку, не за открытие. Ведь колоссальнейших открытий-то нет. Если бывают какие-то, ну, хорошие открытия, интересные, то они, как правило, делаются не теми, кто борется за кресло, а теми, чьи имена потом вписываются туда, в эти открытия. Ну что, не так? Причем вписываются последними, а впереди стоят как раз те, кто никакого отношения не имел к этим открытиям. Ну, кто не проходил это, тот не знает. А в действительности наука у нас хорошая, замечательная, много ученых, много очень умных людей, но им не дают развиваться как раз те, кто борется за кресло, положение, за власть в этих отраслях и тому подобное. И тоже очень много денег крутится. А зачем они нужны? Фактически, если они не приносят много пользы для человечества, да? И тем более, когда искусственный интеллект намного умнее их, лучше и качественнее делает, и просто не переписывают свои же работы, потому что это будет работа его. Ну так же? И он изучит все досконально. Ну, конечно, здесь есть момент. Знаешь, какой вот момент? Есть такой вот химия, физика, такие вот вредные. Точно. За математику я молчу. Там это понятно, никто там тягаться не сможет с ним. А вот химия, физика, ну, здесь мы уже обсуждали, что он обладает уже и образным мышлением, и интуицией, и нейросеть сейчас превосходит человека во многом. Естественно, и здесь равных ему не будет. Он будет ставить задачи и будет их сам выполнять. Наука будет двигаться намного быстрее, правильнее и интереснее. Причем оно все будет обосновано, своевременно и так, как положено. Поэтому, как бы там ни было, но и институты, и все остальное, оно идет в прошлое. И академия. Это так, друзья. Время течет, все меняется. И с этим мы свыкнемся. А вот то, что десятки компаний сейчас трудятся над разработкой, это конкурирующие компании, правильно? То Конкурирующие, есть первый конечно. тот, кто выпускает, он будет лидером? Ведь часто бывает такое, что Тот, кто первый Много выпустит, тот подает всех остальных. И все это понимают. Быстрее Это будет развиваться. очень легко. Причем нейросеть может войти невидимо. Ее не заметишь сразу. Но она сможет вытеснить всех остальные компании. Вопрос идет лишь в том, кто первый. ох, вот мы все-таки развиваем эти технологии, они настолько идут вперед, и возникает такой вопрос: а мы оставляем вообще для себя, для людей какое-то место в этом мире? Мы понимаем вообще, как бы, чем будем мы заниматься, на что мы будем жить? Даже уже на сегодняшний день поднимаются эти вопросы. Я вернусь все-таки к технологической вот этой безработице. Я понимаю, что сдерживаются технологии для того, чтобы в принципе и не увеличить количество людей, которые останутся на улице, потому что неизвестно, как они себя в принципе будут Сдерживается. вести. Давай возьмем Amazon, да? Ведь вот прошла информация, что они массу людей уволили, роботизировали склады свои и тому подобное. А потом они начали оправдываться, что нет, такого не было, что люди остались, люди работают и тому подобное. А хорошо это или плохо? А я скажу, что это плохо. Если они могли роботизировать, они сделали это. А люди? А вот с другой стороны, плохо, что люди остались без работы. А ты знаешь, вот если честно, то плохо, что что-то сдерживается в технологическом прогрессе. Это недопустимо на сегодняшний день. Почему? Потому что если мы будем учитывать такой фактор, как состояние нашей планеты, а мы здесь берем исключительно климат и
скажем, там, сейсмоугрозы и все остальное, да, то нам сейчас надо семимильными шагами развивать технологии, потому что это единственное спасение для человечества. Вопрос лишь в том, кто будет стоять за этим и кто будет управлять этим процессом. Ну и опять-таки технические решения сами по себе они не позволят нам спастись, если не будет определенных других факторов. Ну, это опять-таки объединение людей и тому подобное, созидательное общество. Понятно, что если останется потребительский формат, мы сами себя уничтожим. Нам и климата не надо. Даже та же ситуация с развитием искусственного интеллекта, она действительно приведет к серьезнейшим проблемам. Люди останутся за бортом. Кормить их будут? Будут. Кто будет? Искусственный интеллект. Хозяин. Хозяин за свой, собственный, для того, чтобы они пели ему дифирамбы. Альфа. Никуда не денешься. У нас в каждом есть Эль. Он глубоко сидит. Ведь это же уже проходили. Давно, да, но сейчас, как говорится, это альтернативная история, она не имеет никакого отношения к настоящей истории, которая вот преподается нашими уважаемыми учеными. Ну, если мы берем альтернативную историю и допускаем, что все-таки Эль существовал, да, то как раз развитие цивилизации там было аналогично тому, как вот идем мы сейчас. Ну, получается, один в один мы повторяем все те же шаги и приходим к таким же ситуациям и всему такому. Ну, единственное, что тогда были более благоприятные условия, и у них было там впереди почти 1000 лет до того момента, до которого подошли мы. Вот. Ну, это имею в виду по климату и вот это ситуации уже самой планеты. У них было время. Они не настолько сдерживали технологии, насколько сдерживали наши. И все быстрее У наших прям стоит задача, скажем так, в нашем мире в потребительском формате консервировать технологии. Это Тот же глупо. Римский клуб. Это глупо. Но опять-таки, вот понимаешь, вот и Ганди умные… там говорил, что нужно притормозить, это пока не решатся вопросы с безработицей. И Ганди говорил об этом. Почему? Он заботился о людях. Но когда он это говорил, не было такой ситуации, он не знал о том, что в действительности происходит и сколько времени человечеству осталось в действительности, понимаешь? И он об этом не думал. Поэтому он исходил из банальных, простых человеческих вещей. Да? Но если мы возьмем, то 200 лет назад начали говорить о том, что технологии, они оставят нас без работы. Правильно? Да, и постоянно это подтверждалось. Опять-таки о том, что нужно сокращать количество людей, будет нехватка продуктов питания и все остальное. Разве об этом не говорили? Говорили. Потому что ресурсы планеты, они ограничены. А вот на сегодняшний день мы практически их большую часть уже использовали. Остальное, что осталось, мы это все взяли и испоганили. Мы практически на сегодня убили планету. Она уже находится в такой терминальной стадии, скажем так. Ей уже нужно как можно быстрее в реанимацию. Может быть, еще что-то получится. А здесь, опять-таки, чтобы реанимировать нашу планету, здесь нужны определенные условия, в то же время и технологические решения. А если мы будем сдерживать развитие технологий, ну как же мы будем реанимировать то, что останется от нашей планетки? Ну вот так вот простой вопрос. Палка о двух концах, понимаешь? Здесь должно быть простое решение. Простое решение, да, поменять потребительский формат на созидательный. Ну это самое простое решение на сегодняшний день. Но опять-таки, захотят ли люди? Люди, они ведь в действительности в своей массе не видят простых элементарных вещей. Они не видят то, что происходит вокруг. Разве это не так? Вот возьмем того же Билла Гейтса. Он когда говорил о том, что Земля перенаселена, да? Вот сколько лет он об этом говорит? Тот же Римский клуб, вот ты упомянул, на тех же скрижалях, вот, Джорджии, да, что там четко прописано о том, что людей должно быть не более 500 миллионов. Если бы мы тогда послушались и в действительности бы естественным путем, то есть мы бы сократили без насилия, просто сократили численность населения, ну, с учетом опять-таки даже той же легкой Евгеники, к примеру, да, чтобы лучшие из нас могли плодиться, а остальные, ну, как бы сдержались в собственном продолжении рода для будущей популяции всего человечества. Но это же сколько ума надо было, чтобы было у людей, да? А у нас же что все гордыня, мы же все ж крутые, ну как же ж, мы ж самые умные. Даже последний дурак считает себя самым умным. Ну что, не так, друзья? Да все мы гордецы и на самом деле животные всего лишь навсего, потому что существуем в большинстве своем на инстинктах. И к чему это привело? К хорошему? Извините.
Если бы тогда мы послушали, у человечества было бы еще минимум 100 лет. А есть ли у человечества 100 лет впереди? Когда уже ученые начали говорить о том, что, ребят, ну у нас 30 лет, ну максимум, да? А некоторые говорят, там 50 лет. Это если говорят уже ученые об этом, ребят, ну думайте. А почему они это говорят? А потому что оказалось, что мы убили собственную планету. Вот в буквальном смысле слова. Плюс еще возникли какие-то внешние факторы, необъяснимые и непонятные. Но это же так. А разве не говорили нам о том, как мы должны жить, ну, 2000 лет назад хотя бы, это последнее, да, там 1500 лет назад. Разве они не говорили о созидательном обществе? Я имею в виду пророков, на чьих знаниях потом жрецы построили свои институты. Ну что, не так? Ну, мы выстрелили Институты по есть, миру. а то, что они говорили, что они завещали, этого нет. Вот простой вопрос. Это как у нас сейчас, знаете, вот у нас полно институтов, академий, а науки как таковой нет. Ну это парадокс, но это так. Ну развивается, что-то есть. Но если мы копнем, у нас 95% науки, которые можно просто убрать. Оно лишнее, оно переписано друг у друга и КПД нулевой. От всей нашей науки в действительности это 5% с большой-большой натяжкой. Ну что, не так? Ну те, кто в теме, ну это же действительно так. Потому что мы приспосабливаемся, мы лжем, мы эксплуатируем. Ну, одним словом, мы потребители.